Здравствуйте! В эфире «Вести недели», в студии Павел Демин. Педагоги-победители и призеры конкурсов, директора школ, ветераны педагогического труда были приглашены на торжественное мероприятие в музыкальной школе, приуроченной ко Дню учителя. В этот день в музыкальной школе собрались лучшие представители педагогического сообщества, яркие, целеустремленные, безгранично преданные избранному делу люди. Ежегодное мероприятие в честь педагогов города проводится торжественно, празднично и в теплой дружеской атмосфере. Хочу поздравить вас с праздником, Днем Учителя. Конечно же, пожелать вам в этом нелегком труде крепкого здоровья, радости, улыбок, процветания, чтобы все ученики были как один, здоровы, полные классы, наполненные радостью, улыбками и отличными отметками. С праздником вас, друзья! С праздником вас, дорогие учителя! Самым целеустремленным педагогом города Виталий Иванов вручил почетные грамоты Государственного совета Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Выразил 8 учителям благодарность от имени Министерства образования и молодежной политики нашей республики за высокий профессионализм, творческий подход к работе с одаренными детьми. За время обучения в школе мы не просто получаем знания об окружающем нас мире, а заводим самых верных и надежных друзей. Ну а встречаясь с ними даже спустя десятилетия после окончания школы, обязательно делимся воспоминаниями о самых ярких учителях, которые дали нам дорогу в жизнь. Я сам являюсь выпускником школы номер 6 города Канаш. И скажу вам честно, мы с классом, со своим дружным классом, дружим до сих пор, по сей день встречаемся каждый год. И вспоминаем же, конечно, с большой буквы вас, учителей, которые вложили в нас все это добро, всю эту любовь. Спасибо вам за вашу работу. Благополучия, счастья, любви, с праздником вас! За большую и плодотворную работу в деле воспитания и обучения подрастающего поколения 12 педагогов награждены грамотой городской администрации, 2 – благодарностью главы города. Труд 17 педагогов отмечен грамотой отдела образования, 3 учителей – благодарностью партии «Единая Россия». Признанием в любви педагогам стал небольшой праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами преподавателей музыкальной школы и воспитанниками Дома детского творчества. Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, новых побед во всех начинаниях. Будьте счастливы! В торжественном мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Владимирович Малов. Тепло и сердечно поздравил учителей с праздником, пожелал им мудрости, творческих успехов в воспитании достойных граждан нашей страны. Я считаю, что это один из самых, наверное, дорогих и близких нам праздников, всенародных праздников, потому что он объединяет всех нас, объединяет наших детей, объединяет их родителей. И, конечно, все мы помним свою первую учительницу или учителя. И по жизни наш порой за ручку наши наставники, учителя вели мир знаний, свершений и созиданий. В рамках проведения данного мероприятия состоялось вручение сертификатов на получение именной стипендии Николая Малова, которая учреждена для поддержки обучающихся образовательных организаций, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, творческой, спортивной деятельности, активно участвующих в общественной жизни. Стипендия назначается сроком на 1 учебный год с 1 сентября по 31 мая и выплачивается ежемесячно. В Канаше стипендия назначена 11 учащимся на 2020-2021 учебные годы. Николай Малов лично вручил им свидетельство о назначении и выплате именной стипендии. 11 лучших учителей города наградил почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. Среди тех, кто получил сертификат на именную стипендию Николая Малова, ученица 11 класса средней школы номер 6 Надежда Абрамова. Мы поздравили своих учителей на концерте, пожелали им крепкого здоровья, поблагодарили за проявленную работу. Лично хочу поблагодарить депутата Государственной Думы Малова за сертификат на стипендию. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, художник – в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах, а учитель – в мыслях и поступках людей. Ирина Константинова, Павел Демин, «Вести недели». Главная гордость учителя – это выигрывающие олимпиады, соревнования и конкурсы его ученики. Педагогам Канашского строительного техникума есть кем гордиться.
Выпускник Канашского строительного техникума Андреев Константин, преодолев региональный этап, достойно выступил в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции облицовка плиткой. Работа была связана с годом памяти и славы. Задание прислали из Москвы в последний день. И Константин, соблюдая все нормы и правила строительства, за 3 дня под пристальным вниманием видеокамер выложил стену с памятной датой 75-летия Победы. После подведения итогов Константин награжден в Чебоксарах медальоном за профессионализм. Участнику не было времени для большого количества отдыха. Вся работа выполнялась непосредственно в производственных условиях. И вот здесь вот вы видите работу, которая была выполнена этим студентом. Сегодня, пользуясь случаем, я хочу выразить огромную признательность и благодарность тем педагогам, которые вложили в подготовку этого студента свое сердце, свое умение, свои знания, и результат налицо. Начиная с 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования в сельской местности и малых городах России открываются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». С начала года в стране их открыто более 3000 в 50 регионах. На данный момент в городе Канаше открыты 3 точки роста. Это 3-я, 6-я и 7-я школы. 1 октября 2020 года. Большой день и новая веха в истории средней образовательной школы номер 3 города Канаша. Именно в этот замечательный солнечный день в школе состоялось торжественное открытие структурного подразделения Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Задачами центра является охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся школы, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям: технология, математика и информатика, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в школе дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. Точка роста – это точка опоры, и мы не должны оставаться на достигнутом, мы должны научиться жить по-новому. Все в наших руках, в наших головах и в наших сердцах. Точки роста – это уникальная возможность для всех учащихся, родителей, педагогов и даже для жителей нашего города. Инфраструктура центра будет использоваться во внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Алую ленту перерезали директор учебного заведения Марат Шадаев, секретарь Канашского городского отделения партии «Единой России» Виталий Николаевич Михайлов и депутат Собрания депутатов Гарифеддин Мифтахуддинов. Коллективом школы проведена работа по подготовке и реализации данного проекта. Подобран педагогический состав, который состоит из руководителя и учителей-предметников. Они прошли курсы повышения квалификации и получили сертификаты. В то время, пока учащиеся активно осваивали новое оборудование, свои слова восхищения происходящим сказал первый директор школы Филиппов Виктор Михайлович. И благоустройство, и вот эта точка роста, и они большие центры по образованию. Я рад, и больше пойду все сказать такого. Так что успехов и дальнейших работ. В рамках федеральной программы «Современная школа» в учебном заведении появились 3 маленьких и 1 большой квадрокоптер, которые не просто были продемонстрированы в стенах школы, а встречали всех гостей уже на улице. На 3D-принтере все присутствующие смогли запечатлеть изготовление деталей 2 цветов – белого и оранжевого. Учащиеся школы провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации, продемонстрировав необходимые действия на манекене. Ну а центром притяжения всех гостей и учащихся стали очки виртуальной реальности, знакомящие так реально со странами мира, музеями и обитателями океанов. Что больше всего нам понравилось? Конечно, у нас появилось новое оборудование VR-шлем или VR-очки, то есть очки виртуальной реальности. Собственно говоря, с их помощью можно что делать? Можно увидеть практически реальный мир через множество уже заранее созданных 3D-программ, ресурсов и так далее. Можно попытаться воздействовать, то есть управлять виртуальными объектами и так далее. Также появились такие вещи, как геликоптеры, оснащенные видеокамерой. Например, при помощи геликоптера можно заснять
какое-то масштабное видео, превратить его в специальной программе 3D-видео и просмотреть на тех же самых очках. То есть, собственно говоря, можно создавать виртуальные экскурсии по школе, по городу и так далее. То есть ребятам это жутко, конечно, очень нравится. До сих пор в соседнем классе все занято, вырывают друг у друга тот же самый VR-шлем, хотят посмотреть. Любуются на работу 3D-принтеров, спрашивают у старшеклассников, которые уже умеют работать, как это делается, почему вообще печатает. Ну и, собственно говоря, достигнута самая главная цель – заинтересовать. Вызвать интерес у школьника, чтобы он попытался сначала интересно, потом попытался понять, как это сделать. Ну и, соответственно, определенные навыки получить. Будем надеяться, что появление в школе всего перечисленного скажется положительно, в первую очередь, на оценках. Ирина Константинова, Павел Демин, Вести недели. Магазин «Планета Одежда Обувь» продолжает радовать горожан не просто модными, но и доступными по цене товарами. В первые месяцы работы магазин уже вручал сертификаты многодетным семьям с 5 и более детьми. Ну а 24 октября обратил свое внимание на многодетные, малообеспеченные семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Благодаря Канашскому комплексному центру социального обслуживания населения и магазину «Планета Одежда Обувь» 13 семей смогли приобрести товар на 3000 рублей. Помощь эта оказывается в рамках акции, которую организовал и проводит наше бюджетное учреждение. Это «Спешите делать добро». И мы очень благодарны и рады, что руководители учреждений, руководители магазинов, горожане оказывают эту помощь, понимают и идут навстречу нам. Большое спасибо им. И я считаю, что помощь, которая оказана на 3000 рублей, это адресная помощь в виде одежды, обуви, она этим семьям необходима и очень нужна. В моей семье воспитывается 4 детей, одна из них ребенок инвалид. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо представителям магазина. Для моей семьи это огромная помощь. Магазин также на безвозмездной основе поддержал всех спортсменов Канашского филиала финансового университета, подарив 50 футболок для участия в различного рода соревнованиях. Была оказана материальная помощь нашим студентам в виде подарков, таких как футболки для проведения спортивных мероприятий. То есть руководство магазина без каких-либо лишних разговоров выразило согласие и выделило нам вот такую материальную помощь. В количестве 50 футболок и плюс они сами же бонусом выделили нам носочки. Чтобы наши студенты не мерзли и занимали призовые места в соревнованиях. Хотим выразить благодарность не только собственнику магазина «Одежда, планета и обувь», да, но и именно руководству, которое оказало материальную поддержку подрастающим, обучающимся Канашского филиала. Для того, чтобы они могли формировать свой здоровый образ жизни. Да, конечно. Провели тоже, опять же, благодарить там инвалидам, опять же, и еще будем повторять еще в декабре тоже. И мы всегда рады вас видеть. Приходите к нам в магазин «Планета Одежда Обувь», пожалуйста. И еще у нас акция будет, еще целый месяц 10% скидки на все товары и всем. Ну и уже по сложившейся традиции всех гостей магазина встречал вкуснейший плов от Махмуда, который не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых. Вечером состоялось вручение подарков от магазина. Среди подарков было 2 телевизора, газовая плита, стиральная машинка, спутниковая антенна, мягкие игрушки и многое другое. Спасибо «Планета Магазин», конечно, за такой хороший, прекрасный подарочек. Как раз, кстати, не ожидала такого приза. Такого сюрприза не ожидала. Спасибо большое. Ну что хочу пожелать. Приходите в магазин «Планета Обувь». Делали хорошие покупки, получили приз. Очень рады. Ну а главным подарком стал холодильник, доставшийся Лире Евграфовой. Мы проходили мимо, увидели магазин, зашли, закупились. Вот и так каждый день понемножку, там каждую неделю начали заходить, закупаться. Приходите, закупайтесь и выигрывайте. Всем удачи! Магазин «Планета Одежда Обувь» приглашает всех желающих за покупками. И помните, в ближайший месяц 10% скидка на весь товар в чеке. Магазин находится по адресу улица Комсомольская, 54А. Футбольный клуб «Локомотив» продолжает держать любителей спорта города Канаша в напряжении. Сначала буквально в последние минуты вырывая ничью у команды «Химик Август» в Урнаре, а потом проигрывая 1-8 во встрече с лидером чемпионата командой «Спартак» Чебоксары.
Команда «Химик Август» одна из лидеров чемпионата, но на матч против «Локомотива» они приехали без лидеров, задающих тон в межрегиональных играх. Но это не умаляет заслуг хозяев поля. Матч начался с пропущенного на 21-й минуте гола в ворота «Локомотива». Точнейшие передачи между защитниками выводят игрока 1 на 1 с нашим вратарем. В первом тайме было еще много острых моментов, но закончился он со счетом 0-1. Аналогичный эпизод происходит и на первых минутах второго тайма. Буквально пара точных передач, и на скорости уходящий нападающий без проблем реализует выход 1 на 1. Так счет стал 0-2. Вурнарцы представляют Чувашию в первенстве и кубке Межрегионального футбольного союза Приволжья 2020 года. Но это не помешало нашим игрокам на 50-й минуте матча идеально реализовать угловой. Счет стал 1-2, и на стадионе уже чувствовалось давление команды хозяев, которое должно было вылиться в выравнивание счета. Но, к сожалению, на 56-й минуте судья назначает штрафной недалеко от ворот, и 13-й номер соперника идеально его пробивает. Счет 1-3, и опять надо отыгрывать 2 гола. На 62-й минуте под крики «Канаш вперед» и «Канаш лучшие» команда летит к воротам соперника и забивает самый красивый гол матча. Как говорится, за шиворот вратарю. Счет становится 2-3, и опять появляется надежда на ровный счет. Но соперник далеко не самый слабый, и спустя каких-то 3 минуты после нарушения правил нашей штрафной, очередной идеально исполненный удар соперника. Опять преимущество в 2 гола. Счет 2-4. Из-за коронавирусной инфекции на стадионе не смогли присутствовать зрители, но около 15 человек стояли недалеко от стадиона и что из сил поддерживали свою команду. Благодаря чему на 70-й минуте нашего игрока сбивают в штрафной и назначается пенальти. Пробивается пенальти, который вратарь отбивает, но вслед звучит свисток бокового судьи, который заметил, что вратарь вышел из ворот до нанесения удара. Этот момент вызвал бурю эмоций у команды «Химик Август», потому как после повторного пробития пенальти мяч таки оказался в воротах. Так давайте же вместе с вами посмотрим, что произошло на видеоповторе. 1 шаг, 2 и 3. Сомнений нет, вратарь нарушил правила, и боковой судья принял правильное решение. Счет 3-4. Соперник расстроен и не понимает, что вообще происходит. И на 89-й минуте допускает еще одну ошибку. Опять сбивает игрока «Локомотива» в штрафной. Идеально исполненный удар, и счет становится 4-4. Ничья с одним из лидеров чемпионата и крики «Молодцы, молодцы» от благодарных болельщиков. На этом наш выпуск подходит к концу. Всего доброго, до свидания.